Исәнмесез, кадерле дуслар. Сезнең белән Татарстан каналы Минсоцобеспечение. Фәйрүзә Мустафина сезнең белән. Иптәшләр, бүгенге эфирыбыз багышланган безнең изъятый паспортларыбызга. 91-нче елда, оказывается, безнең паспортлар Америкага юл тоткан. Бу турда менә 2 көн элек кенә безгә известно булды. Интернетта шундый документ прям килеп чыкты. Постановление ЦК КПСС дигән. Аның турында бәлки ишеткәнегездәдер инде. Бәлки караганыгыздыр. Мария Каменская комментировать итте бу документны. Менә мин сезгә тоже үземчә аңлатасым килә ул документны. Ул теге аңларга бик авыр ул документны. Аның өчен кайбер ниләрне, документларны белергә кирәк. Нәрсәгә кирәк булган безнең паспортлар, нигә аны җыеп алганнар паспортларыбызны. Менә шул турда бергәләп сөйләшеп карыйк әле. Яңа кешеләр караса, алар өчен әйтеп китәм. 91-нче елда инде безнең капитализм, безнең социализмны бер кырыйга куеп, бәреп кирде дигән кебек инде, әйме? Салкын сугыш булып, власть алышынып, без бу турда аңламыйчарак калып, капиталистик стройда яши башладык. Баштарак белмәдек без аның нинди нәтиҗәләргә китерәсен. Менә хәзер бик күп әйберләр килеп чыга. Менә бу соңгы 2-3 ай эчендә шундый мәгълүматларга тап булдык. Гел шундый бик гаҗәеп дип әйтергә була. Нәрсәдер происходит бу дөньяда, бөтенесе прям өскә килеп чыга. Бу бик каты үзгәрешләр. Теге Библиядә язылган ниләрдә, по-моему, хәзер менә нигә килеп чыкты, бөтенесе өскә. Хәзер мин сезгә экранны күрсәтмәкче булам. Олай булса, бергәләшеп разбирать итсәк, аңларбыз дип уйлыйм, бергәләшеп. Үз күзләрегез белән күреп торсагыз. Хәзер мин попробую демонстрация ачырга. Барып чыкса инде яхшырак булыр иде, конечно. Мин сөйләгән дәврдә сез үз күзләрегез белән карап торсагыз, ул документка аңлаешлырак булыр дип уйлыйм мин. Хәзер ачам. Так. Хәзер экранны күрәсезме? Языгыз әле, пожалуйста. Минем экранны, мониторның экранны күрәсезме? Плюс куегыз, если күрсәгез. Экран күренсә, плюс куегыз. Менә монда сайт. Бу сайтта как раз бу документ правосудие.нет дип язылган. Менә бу постановление от Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Удивительно, да? Советлар Союзының Коммунистлар партиясы яши икән, и менә шундый документ куелган. Менә хәзер тукталып китәсе килә, дуслар. Мин үзем тап булган идем шундый информацияга. Россия Федерациясы Советлар Союзына налог түли икән дип. Моның турында Ирина Пелехова, председатель профсоюза, нинди профсоюз союзның председателе Ирина Пелехова сөйләгән иде. Сез беләсезме, Россия Федерациясының бүтән структуралары Советлар Союзына налог түли икән дип. Ул вакытта аңлап бетермәдек инде. Нинди Советлар Союзына кемгә түләргә может инде ул Россия Федерациясы, теге государство, что ли дибеме? Бик аңлап бетермәгән идек ул информацияны. Менә хәзер барсы да ачыкланды, дуслар. Оказывается, Коммунистлар партиясы, сотлык җаннар, менә шул 91-93 елларда именно шул верхушка Коммунистлар партиясының менә коммунистический идеяны юкка чыгаручы менә шул сотлыклар бүгенге көндә дә, оказывается, Советлар Союзын
алып баралар, аның ниләрен соблюдать итәләр. Менә бу Российская Федерация дигән компания, аның подчинениесында, аның йогынтысында икән. Менә шуңа күрә бөтен госбанклар, бөтенесе законнар, совет законнары, конституция теге юкка чыкмаган, аны упразднять итмәгәннәр. Границада шулай. Оказывается, Коммунистлар партиясе читтән торып, безнең активлар белән идарә итүне дәвам итә икән. Бу ничек связано, менә һәр бергәләшеп укып китәбез. Рус телендә инде ул, кайсы бер сүзләрне татарчада әйтергә туры килер. Ничек ул Коммунистлар партиясе безне чит илгә сатып җибәргәнен, безнең документларны, совет паспортларын җыеп алып, менә ничек ул булганы, менә һәр ачыкланды инде. Мин сезгә үз сүзләрем белән аңлатам. Кайберләрегез бәлки уже бу постановлениены укыгансыздыр. Әйдәгез бергә укыйбыз. Менә уйлап карагыз әле. Менә монда шундый әйберләр бар, которые менә атеистларга барып җитми торган, дингә ышана торган кешеләр бар, ышанмый торган кешеләр бар. Монда бөтенесе бергә. Менә Коммунистлар партиясе, уйлап карагыз әле. Советлар Союзында дингә бик каршы торган партия бит инде ул. Динне признавать итмәгән партия. Дин юк ул, дин кешене эксплуатациялау өчен генә кирәк, уйлап тапканнар аны. Дип бит инде каршы бардылар. Намаз укырга ирек бирмәү, кешеләр качып намазлар укып жүрделәр инде. Кайбер кешеләр урманнарга качты, дингә каршы барды бит Коммунистлар партиясе. И менә нәрсә ачыклана, дуслар. Алла юк дигән Коммунистлар партиясе менә монда шундый гаҗәеп әйберләр язган бу постановлениедә. Әйдәгез бергәләп укыйбыз. Значит, хәзер мин әзрәк шрифтын арттырам, чтобы сезгә күренсен. Тоже бу постановлениены бергәләп өйрәнәбез хәзер. Ачык нигә өскә генә куйганнар, беләсезме, нәрсәдер происходит, аларның нәрсә диләр әле, урындык астында кызган таба. Менә монда җавап бар, менә бу постановлениедә, нәрсә происходит дөньяда. Постановление от 18 июня 2019 года, менә номера 002/15, об извещении о необходимости подтверждения аваля, акцепта, поручительства и гарантии согласно указа номер такой-то от 17 августа 1991 года об обеспечении залогом обязательств, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций в СССР. Значит, залог булып бара безнең паспортларында. Аның турында дальше булачак сүз. ЦК КПСС вынужден официально обратиться к ответственным и заинтересованным сторонам в связи со смертью Филиппа Денисовича Бабкова. 94 яшендә, менә шушы Коммунистлар партиясының бик важный кешесе булгандыр инде бу, сотлык беренче номер 1, являющегося добросовестным держателем, надо же, добросовестным держателем имя урланган активларның, как части залога президента СССР, так и авалии, гарантии, поручительств. Нинди президент СССР булсын инде, Ходаем, бу сотлык жаннар әкренләп кенә анда конституцияга үзгәрешләр кертеп, менә шушы Коммунистлар партиясе инде, президент СССР дип постановлениега тыкканнар җитмәсә, связанным с инвестициями на территории СССР и внешторговым обязательством субъектов Союза СССР. Значит, монда инде керә союзный республикалар, бөтенесе и РСФСР. Советская сторона желает знать, кто является законным правопреемником, правопродолжателем, держателем консолидированных прав и полномочий Бабкова. Бабков дигән кеше үлеп киткән, нинди тайналар алып киткән, аны без белмибез, безгә билгеле түгел. Но все-таки не на шутку засуетились. Нәрсәдер бара шушы көннәрдә. Шуңа күрә открыто обращение белән чыккан бу бәндәләр. И будет считать их вымороченными, и советский залог свободным от всяких понуждений, обременений, изъятий, удержаний, влекущих и выбытию залога и его стоимости, покрытие связанных с этим прав, и будет считать его как возвращенным в юрисдикцию СССР и иностранные инвестиции, связанными с ним, не бывшими. То есть, монда ниндидер внутренняя борьба, которой үзләре генә хәл итә алмый торган.
халыкка обращаться етмейше, менә безгә, гражданнарга, Советлар Союзының гражданнарына обращаться етмейше генә хәл итә алмый торган әйберләр происходит. Пока до конца аңлап бетермибез. Мин еще более-менее компетентно бу сорауларда ултаган до конца әйтеп бетерә алмадым. Менә мин ничек аңладым, сезгә шулай сөйлим. Бәлки сезнең үзегезнең өстәмәләре. По закону Израиля, по умолчанию, наследником Бабкова выступает Израиль. Поэтому советская сторона требует от Израиля возобновить аварии, гарантии и поручительства с внесением обеспечительного залога в депозит и на цивильный лист ее высочайшего величества королева Елизаветы в срок 30 календарных дней с даты смерти Бабкова. В противном случае Израиль бесспорно и бесповоротно утрачивает все права на советские залоги и результаты инвестиций. Мында инде әйтәләр нәрсә дип. Израиль, если Америкага безнең паспортлар залог булып киткән һәм 91 елда и под залог безнең паспортларга долларлар печатать итеп, и бу акча тотылган менә шушы Израиль халкын тәэмин итер өчен. Менә нинди каршылык бара, хәзер шуны алдарак укыйбыз хәзер. 16 июльдә дигән менә монда. Хәзер интернет тормозит итәзрәк. Демонстрация была, шулай буласын белдем инде мен аның. 16 июля 2019 года посвященному священному закону и церковному канону Израиль как уставная юрисдикция. Так. Секундочку. Уставная юрисдикция, торговая компания и корпоративный траст. Так, корпоративная реальность и субъект международного права ввиду окончательного исчерпания его правового титула на земле. Значит, Израиль как юрисдикция закрывается и үзенә пешмак эзли башлаячак. Бу на тонком плане. Ну вот. Неполадки. Далее. Минем экран күрәсез микән сез? Так. Дальше поехали. Значит, вот оказывается, нинди каршылыкка очрыйлар булар, дуслар. Почему они вынуждены открыто общаться с народом? Ну что ты? Сейчас будешь зависать.
Друзья, вы меня видите? Не поняла, у меня связь прервался. Вы сейчас меня видите? Напишите, пожалуйста. Видно меня? У меня эфир. Что конкретно вы предлагаете? Вы меня видите сейчас? Напишите, пожалуйста. Слышно меня? Я разъясняю. Тут пишет Надежда. Что конкретно вы предлагаете? Что мы конкретно предлагаем? Мы делимся информацией, дорогие товарищи, которые знаем сами. Возможно, эта информация для кого-то будет труднодоступной, но это нужно знать. Вот за нашими спинами делаются такие темные делишки, если по-татарски сказать, «Қора ішлер ішлене», и біз қойбір әйбірлерні оңла бітірмейбіз. Ышанабызмы, ышанмайбызмы, шундай хәлләр ішлене. Менә сіз сотовый телефон белән кулланасыз бит. Сотовый телефонның ничек эшләгәнен аңлата аласызмы? Менә сез сөйләшәсез 1000 километр ераклыклардан, Америкадан, Россия белән, Америка сөйләшәме, видеосвязь белән сөйләшәсез. Сез аны аңлата аласызмы, ул ничек эшләгәнен? Аңлата алмыйсыз. Мин дә аңлата алмыйм аны, ничек эшли ул. Менә шундый хәлләр происходит. Без аңлатып булмый торган траслар какой-то, сотана, гравит, потом эләнди, тагын ниндидер траслар, анда церковный траст. Понимаете, менә шундый әйберләр происходит. Бездән бу әйберләрне моңынча яшерделәр. Менә һәр бөтенесе өскә калкып чыкты. Шуңа күрә мин аны сезгә әйтергә кирәк дип саныйм. Чөнки бу информацияны без тоже белергә тиеш. Аңлыйм, конечно, логически бөтен әйберне воспринимать итәбез без. Теге кул белән тотып карап, күз белән күргән әйберне генә. Но шундый әйберләр бар, безнең теге сознаниегә нитми торган, барып җитми торган. Ул теге подсознание гына аны воспринимать итә. Шуңа күрә без белмәгән әйберләрдә бик күп. Менә шундый информация сезгә безнең паспортлар турында. Хәзер демонстрация ясасам, опять зависать итермен дип куркам инде. Шуңа күрә мин сезгә болай гына укып китәм. Так, дәвам итәм, значит. Вновь назначенный держатель по праву правопреемства, право продолжения. Бу безнең паспортлар актив булып баралар, дуслар. Менә шуның турында гына. Менә хәзер иң әһәмиятле моментка килеп җиттем. Менә шул Бабков дигән коммунист үлеп киткән и, видимо, өлгермәгән аны нитергә, документально оформлять итергә, и буларның, как говорится, күтасларында урындыклары яна башлаган. Менә шуңа күрә халыкка мөрәҗәгать итәләр булар. Открыто уже явка с повинной, что алар безнең активлар белән менә ничәмәнчә еллар кулланып яттылар. Беләсезме, нәрсә дип язганнар тагын? Так. Принять всю ответственность и ее стоимость за внесение залог на территории США и иных юрисдикциях изъятых общегражданских паспортов СССР по их учетной стоимости 10 тонн золота. Күз алдыгызга китерегез, 10 тонна золото исәбеннән чиста алтын 10 тонна бер паспортка. Шундый счеттан залогка биргәннәр Америка территориясында безнең паспортлар ята. Если сереброга әйләндерсәң, 60 тонна серебро һәрбер паспортка туры килә. Беләсезме, менә нинди залог ролен үти, оказывается, безнең паспортлар. Менә безне ничек алдау юлы белән паспортларыбызны җыеп алып Америкага озатканнар. И вот, которые были вывезены как залог для обеспечения иностранных инвестиций для Израиля. Үзе безнең ил халкы аш ята, ашлы туклы. Израиль халкын туйдырыр өчен безнең паспортларны җыеп алып Америкага озатканнар. Менә нәрсәләр происходит иткән. Коммунистларга әйтәсем килә инде. Менә шундый честный коммунистлар да бар бит инде. Алар бит инде коммунистлар идеологиясына чын күңелләре белән шундый честный коммунистлар да бар бит кешеләр арасында, коммунистлар арасында. Коммунистлар партиясында бит гел
нелер генә булмадылар инде, теге сотлыклар гына. Шуңа күрә бу кагыла теге өскө верхушка эшелон, партияның иң өстә утыручыларына кагыла инде бу. Оскы катламда сотлыклар анда булмады. Оскы катламнар алар даже догадаться не могли, что происходит вообще. Понимаете? До момента объявления законного наследника, правопреемника, праводержателя прав и полномочий Бабкова вся ответственность за возврат советских паспортов и возврат инвестиций, полученных Израилем или указанным им лицом в порядке регресса, переходит на гаранта Конституции Российской Федерации. Россия Федерации сының гаранты булайын президент Российской Федерации. Разве президент, улап қарағыз енді, разве президент Россия Федерациясының шушы көлемдегі паспортларны мында кері қайтару үшін оларға яңадан шуның хәтле акча бирә аламы? Бу мөмкин хәл түгел. Менә аларның көймәләре кымга терелгән. Вот. До момента объявления законного наследника американская сторона вправе потребовать надлежащих гарантий и поручительств от президента Российской Федерации и от Израиля за полученные от США инвестиции, капитальные вложения, взносы, дары, субсидии. Представляете? Америка уже имеет право требовать у активлар үшін, біздің паспортлар үшін вексель бит инде ул, вексельне безгә кайтара да взамен тагын сорый. Ниләр, субсидиялар, дары там и так далее. Если по любым причинам президент РФ не сможет или откажется выдавать свои гарантии, авали, акцепты как гарант Конституции, или откажется признать или принять американские требования по учетной стоимости советского паспорта по их сумме, то власти и правительство США будут вправе и должны изготовить, чтобы передавать их Союзу СССР, то есть безнегильге, как выпущенный законный дубликат советского паспорта в виде паспорта моряка США. Мне күйме қояқымға түрелген. Россия Федерациясы, конечно, ул паспортларны кире алыр үшін бірненде активларда выделять ете алмай. Америка предлагает ете моряк паспорта временной регистрации белән, понимаете, депортация була инде сезгә. То есть, кемнәрнең вот эти аусвайсы Россия Федерациясының сезнең паспортларны, минем Россия Федерациясының паспорты юк, шуңа күрә мин как бы так отношусь к этому. Алмаштырачаклар дип әйтелгән менә монда. Бу нәрсә диләр әле? Оферта, заранее сезне предупреждайтеләр. Так, чтобы передать их Союзу, как выпущенный законный дубликат советского паспорта моряка США на каждый советский паспорт, чтобы иметь право подписать нулевой баланс обязательств между СССР и США, после чего вся ответственность за всю советскую собственность и ее стоимость и возврат СССР переходит в порядке долга регресса на Израиль и его резидентов, на национально-религиозную группу с 1836 года, считающую себя суверенной нацией. Ага, мало ли что это они считают себя суверенной нацией. Так что мы на такие эти не поддаемся уже. Хорошо, что алараны открытые никакой лармина. Мы хазыр без разбираемся. Факты использования израильской стороной советского залога, связанных с ним авалии, гарантии, поручительства, инвестиций, не является основанием для возобновления Израиль в пределах государственных границ СССР, стран, СЭФ, ОВД во владениях британского содружества. Если Израиль пожелает возобновиться на вновь арендованных территориях уставных юрисдикций, входивших в траст «Новый мировой порядок», то израильская сторона должна признать, что учредитель траста Союз СССР является суверенным арендателем, а уставная юрисдикция всего лишь выступала стороной суверенного арендателя. Нишегинде СССР арендатель булып чыксын инде ул. Безнең государство. Без үзебезнең волю изъявили 91 елның 17 мартында.
Без үзебезнең волен объявили, что Союз Советских Социалистических Республик, безнең государство. Что творится? Вот смотрите. Если аренда возникла из действий частных лиц, торговых компаний, церковных фондов, трастов, религиозных организаций, монархий, королей, князей, церквей и орденов, то такие, правда, аренды считаются возникшими, если только у них отсутствуют долги, обязательства по завещанию господина Гравет, и завершены все расчеты с учредителями траста «Новый мировой порядок» Союзом СССР. Дуслар, сізге известно мекен енді кім ол этот Ричард Гравет? В человеческом облике образ сатаны. Аның турында тоже документ бар. Міне сізге экранын ашып көрсете алмадым. Бірге оқырбыз деген едім. Завещание вот этого человеческом облике сатаны тоже. Представляете? Еще раз қабатлап кетем. Аллаха тағала жоқ, сатана бит инде Аллаха тағаланың нее қаршысы Аллаха тағала, значит, добрые намерения, значит, сатана, шайтан, ол Аллаха тағалаға қопма қаршы. Міне мында шундай сөздер кірген бұл постановлениеға. Коммунистлар партиясы, оказывается, бүтін нәрсені Алланың барлығында білген, сатананың барлығында білген, барсында білген, и бізні халықны алдап мектеплерде шундай, значит, учебникларда оқытқандар бізні кіші маймылдан яралған deyip, нинди білім бергенler бізге дуслар. Міне нәрселер келіп шыға. Советская сторона любезно разрешает, чтобы высшая справедливость была установлена, а церковный закон, страшный суд, конец света, как окончание полномочий слуг Королевской палаты, выступавших бухгалтерами, держателями долговых и бухгалтерских книг мировой финансовой системе, прошедших к 20 марта 2016 года, к окончанию или к концу света. 16 жылда, оказывается, 21 мартта, міне шул кіші қияфәтіндегі жерде 300 ел ма, енді 400 ел ма, кіші қияфәтінде яшеген міне бұл сатана 16 жылда, оказывается, ушел мир иной, покинул нашу землю. Как это принято и записано в религиозных догмах, убыли в аудиенцию, на инвентаризацию, на аудит, сверку своей деятельности Творцом Богом, отроками Божьими. Творцом Богом мы являемся, дорогие друзья, отроками Божьими. Без Аллаха Тағаланың, без Эдем балалары Аллаха Тағала яраткан бізні. То советская сторона предоставляет временные ограниченные права аренда территории, которые добровольно выбрали сионисты. Сионисты бұл нелер енді, міне дүнияны басып алған сионистлар, міне еврейлар управляйттілер қазір. Так, с 2019 года религиозно-этнические группы, доминирующие в Израиле служителям религиозного обряда и культа с территории всех государств открыть безусловный добровольный переезд на территорию Израиля, как гетто, для церковной регистрации. Так, ладно. Қазір мен сізге самый главный оқып кетем. В связи с вышеизложенным ЦК КПСС постановляет известить надлежащим образом о наступлении обстоятельств непреодолимой силы всех законных правопреемников, правопродолжателей, держателей консолидированных прав и полномочий Бабкова о необходимости подтверждения авалии акцепта поручителя гарантии согласно указа 17 августа 1991 года об обеспечении залогом обязательств, возникших при осуществлении иностранных инвестиций в СССР. Понимаете, они уже хотят подсовывать вот эти паспорта для моряков, чтобы вы подписывались. Сейчас я вам еще одно сообщение зачитаю. На выборах будут собирать наши подписи на согласие получения паспорта моряка, то есть согласие на собственную депортацию. Важно рядом с любой подписью писать подробный перечень запретов рядом в свободной форме. Значит, если даже подписать придется, вот никак без подписи, да, вот эти запреты надо будет писать.
паразиты заключили транс с РФ до 2022 года. Если мы о себе не заявим, то придется с паспортом моряка бороздить моря и океаны. Вот. Идея на тайное голосование выбора. Вы берете бюллетень. Вот смотрите, вот тайное голосование, оказывается, это вообще и преследует другую цель. Какую цель преследует тайное голосование? Бюллетень – это больничный. Вы признаете себя больным, недееспособным, подписываетесь в бюллетени и бросаете в урну, в отходы. Не голосуете, а даете согласие документально на управление вами, то есть нами. Понимаете, что происходило? Теперь вот ЦК КПСС об этом дает признание, как говорится, явка с повинной. Ужас. А вписывая данные паспорта, вы признаете себя физическим лицом. Если вы с аусвайсом пойдете на выборы, и ваши паспорта отметят в журнале там, регистрации избирателей, вы подписываете себя как... Подписываетесь, что вы недееспособный больной человек. И вот эту бумажку бросаете в урну. А эти паразиты делают вид, что это прошли выборы, какой-то орган управления. Понимаете, что происходит вообще? И они берут над нами опеку, и мы потом удивляемся, почему нам приходят квитанции, почему там такие тарифы и так далее. Они, если опекуны, они ставят нам свои условия. Сказали, значит, электричество стоит столько, значит, стоит столько. Ты не имеешь права возражать, ты недееспособный. Твою волю никто не признает. Вот, друзья, к чему мы пришли. Вот поэтому обращаемся к вам. Управление государственного органа сегодня отсутствует. Опекуны правят нами. Отказываться нужно от этих аусвайсов и получать паспорта, создавать наши государственные советы народных депутатов, они искусственные, которые вот эти сионисты выстроили вот на сегодняшний день. И наши граждане СССР служат им. Понимаете, что происходит? Под этот видеоролик я выставлю вот это завещание этого сатаны. Внимательно изучайте, это очень важно, оказывается. Не просто так вот эти коммунисты вот это все выкладывали. Эта информация в мои руки попадала намного раньше. Я тогда значения не подавала, что за чертовщина, что за гравит, ничего-то не пойму. Оказывается, вот здесь я увидела вот этот гравит имени, и все связала в логическую цепочку, и сейчас вот решила донести до вас. Не надо ходить ни на какие выборы. Вот в сентябре они полным ходом готовятся к выборам. У нас в Нижнекамске они начали за 50 лет первый раз строить дороги, делают вид, что они это работают, показывают, показуха. Такие ямы, дороги там на БСИ у нас были. Мы удивляемся, водители удивляются, сигналят. О, говорят, какие молодцы, как Митшин начал работать. Выборы в сентябре они объявили, как будто бы выборы. Это я уж так говорю. Чтобы народ приходил, голосовать приходил, чтобы вы в бюллетене подпись поставили, признали себя недееспособным и бросили в урну, и они продолжали дальше управлять. Понимаете, даже на этих выборах собирают ваши подписи. Еще ведь принуждают, чтобы ходили на выборы обязательно, а то за вас кто-то там подпишется. Обман, глобальный обман, дорогие друзья. Голосование должно быть открытым, понимаете? Вот так вот. Поднимаете руку и голосуете. Открыто должно быть это, а не тайно. Вот оказывается тайное голосование. Что там зарыто? Какая собака? Сейчас, секундочку. Извините.
И потом они нам поставляют, значит, вот эти жизнеобеспечивающие ресурсы, дорогие товарищи. Вот так. Так что мы сейчас не будем играть в игры, в игры ихние не будем играть. Давайте объединимся, будем выбирать своих людей среди рабочего народа, простого народа, научимся вместе управлять, изучим законы. Давайте изучать начинаем Конституцию РСФСР, Конституцию СССР, возвращаемся в правовое поле СССР, потому что вот эти федеральные органы управления, исполнителей, вот этот закон федеральный уже утратил силу. Все, Российская Федерация закрыта. Они уже открыто выставили свои эти законы, что у них уже эти законы не работают. Все продолжается по накатанной, потому что мы не заявили о себе не заявили, как они продолжают сидеть. Им на своих креслах вот так вот очень комфортно сидится. В бюджет поступают деньги. Еще один момент, друзья. Из федерального казначейства поступают вот эти деньги, оказывается, вот эти СК КПСС, управляя нашими активами, обеспечивают вот этот жилой фонд. Вот эти деньги как раз и они трансфертами перечисляются в эти местные бюджеты, региональные бюджеты. Все это обеспечивается. СССР как обеспечивал, так и обеспечивает. Вот этот КПСС контролирует вот это все, и вот эту Российскую Федерацию тоже под контролем держит. А вот ЦК КПСС полноправно взять управление на нашей территории не может. Не может. Они управляют тоже только нашими активами. А органы управления мы должны восстанавливать сами. Все в наших руках. Давайте не будем играть в их игры. Давайте будем создавать народные советы. Давайте в оборот пустим нашу советскую рубль. Давайте поставим свои банки. Давайте будем создавать свою экономику. Откроем свои магазины. Будем печь свой хлеб. Не будем покупать пшеницу за границей. Не будем ихние товары покупать. Давайте восстановим сельское хозяйство. Сколько умных голов у нас, сколько у нас умных людей. Давайте вместе объединяться, спасать нашу Родину. Что происходит? Давайте на помощь к нам. У нас уже работа 1/3 сделана. Теперь самое главное, вот чтобы ключевые люди присоединились к нам, чтобы мы начали активно поднимать управление, нашу родину, экономику. Понимаете, от нас ведь все зависит. Все уже эти предатели открыто признались, да, вывезены, да, мы собрали ваши паспорта, да, мы вот так делаем, да, вот открыто признались. Что еще нам остается делать? Ждать сидеть, пока они управляют? Если даже открыто поставили перед фактом нас, да, мы не должны идти на поводу, понимаете? Ни в коем случае не голосовать, ни в коем случае не соглашаться получать вот эти паспорта зеленые. Это будет приговор. Ни в коем случае не соглашаться получать биометрические паспорта. Отказывайтесь, напрочь отказывайтесь, коллективно, на работах отказывайтесь. Я еще выставлю на канал очень интересный этот видеосюжет, который будет показывать вам, что будет происходить с людьми, кто пройдет вот эту биометрическую чипизацию, что вас ожидает. Это очень страшно. Может, у вас понимание придет, пока вы будете просматривать этот фильм. Я выложу обязательно. Хорошо, друзья, на этом я завершаю. Если, конечно, вопросов нет. Угу. Вижу, вопросов таких особых нет. Благодарю вас за внимание. Пишите, если у вас какие-то вопросы возникли. Я документы, о котором сегодня рассказывала, выложу под этот ролик.
самостоятельно тоже читайте, изучайте. Это очень важно. Вот такую информацию просто мимо нельзя пропускать, отвлекая нас другими вещами, за нашими спинами творятся черные дела. Дорогие друзья, у меня на этом все. До свидания.